Генеральный спонсор телепроекта «Просто вкусно» – компания «Авито». Строительство частных домов по дальневосточной ипотеке без первоначального взноса. В России существует только две такие школы, и одна из них уже в Якутске. Это точка будущего с индивидуальным подходом к каждому ребенку. Уже сейчас открыт набор в школу и детский сад. И самое главное, рядом с этой школой мы продаем участки под ИЖС. 8 соток, газ и свет уже подведены. Строим дома без первоначального взноса, подходит под дальневосточную ипотеку, уже продано 40 участков, осталось всего 8. Количество ограничено, обращаемся. Приветствую, друзья! Программа «Просто вкусно», канал Якутия-24, с вами Петр Цепандин. У нас сегодня очень интересный гость, предприниматель, совладелец группы компаний «Общепит Медиа» Артур Рудас. Артур, приветствую! Спасибо, что принял наше приглашение прийти к нам на передачу, которую мы называем «Кулинарное ток-шоу», то есть кулинарное что-то приготовить и заодно поговорить. Да. Спасибо, конечно, за приглашение. Представьте ресторан, где вы можете позволить себе все. Мы убрали ресторанные наценки. Вы платите за вход и открываете меню, где цены вас приятно удивят. Мы одни из тех, кто работает так открыто. Вино и мидии – ресторан честных цен. Честная еда – честный формат. Да, Артур, с чем ты к нам сегодня пришел? Что будешь готовить? Смотрите, сегодня я приготовлю шакшуку, так как передача называется «Просто вкусно». Да. Соответственно, все продукты, которые есть в открытом доступе в холодильнике, да, каждое воскресенье я готовлю для своей семьи какие-то определенные блюда. Ну, понятно, там, ни лобстеров, ни омаров, да, но самое простое – завтрак. Мне кажется, замечательное начало дня, оно как бы должно начинаться именно так. И поэтому для вас я приготовлю сегодня шакшуку. Шакшуку. Почему выбор именно пал на это блюдо? И что это блюдо? Шакшука? Это, по-моему, где-то так... Что-то может быть это еврейское. Я вроде как бы не еврей, да? Да, вроде. Мама местная, да, папа как бы тоже, родились все здесь. Ну, соответственно, не знаю, оно мне очень нравится. Вроде и несложное, и как бы очень вкусное. Ага. Ты упомянул, что каждое утро и воскресенье я готовлю. Готовишь сам и любишь готовить? Готовить, конечно же, люблю, так как я человек, занимающийся общепитом, да, конечно. Да. Люблю готовить, люблю кушать. Ну и вообще в целом, наверное, кто этой отраслью занимается, да, ты должен обязательно любить готовить, любить еду, любить людей, любить общение, да, как говорится. И, соответственно... И поэтому, да. Да. Как бы. Сколько времени тебе потребуется? Сколько это обычно уходит на это? Да я думаю, это все очень быстро. Ну, овощи тушатся там минут 15-20, да, плюс нарезочка. Тут мы часть подготовили. Тут, видите, все как бы простое, да. Это вот перчик, томаты, соответственно, лук, чеснок, зелень, ну и как бы соуса. Ну и, соответственно, томаты, да, в собственном соку. Ну, и предварительно, конечно же, я их почистил. Знаете, да, как чистить томаты? Нет. От кожуры. Нет. В кипяточек так. Кипяточек опухнуть, и она сама отходит. Да. Как бы это вот я предварительно сделал. И хлеб мы обжарим, и как бы все получится. Ну, то есть блюдо. мы можем не спеша тогда приступать. И первый вопрос. Чьих вы будете? Как вы оказались в этом бизнесе? Расскажи, пожалуйста. Слушайте, да, можешь приступать сразу, да, и параллельно. Да, первым делом нарезаем лучок, чесночок, да. Ну, вкратце, если рассказать, наверное, вообще... Упомянул, что ты местный. Да, родился в Максагалохе, соответственно, корни, да, там, синские, то есть родители оттуда, соответственно. Ну и как-то больше с общепитом, как меня, наверное, связало, это мама работала в столовой, это вот Якутцемент в Максагалохе, да, отец звукорежиссер как бы был, это вот у меня, видимо, такая смесь, да, как бы. И, соответственно, единственное, ну, отца, конечно, там не стало, ближе там к 90-м воспитывала нас мама, двоих с братом. Ну и, соответственно, как бы... Помню, как ходил в столовую, помню, как ходил к отцу на студию звукозаписи, ну и потом, соответственно, уже как бы... То есть такой выбор профессии, я потому что знаю, что ты и с медиа тоже связан, да, потому что даже в группе, даже в названии компании «Общепит» и медиа. Да, совершенно верно. Да. Как от мамы общепит, медиа от папы. Да, совершенно верно. Ну и как-то вот так вот пошло.
поступал сначала в кино и телевидение, но потом как бы, да. Так мы коллеги, практически. Ну, к сожалению, не получилось у меня. Да, там с финансовой точки зрения было как бы только платное отделение, и пришлось пойти на строительный. Отучился на строителя, соответственно, на строителя, когда учился, работал в ресторанах, в барах, соответственно, на радио работал, занимался медиа-частью. И после этого как-то у меня плавненько, ну, закончил, понятно, университет, плавненько все как бы перешло вот в ресторанную сферу, да. И как, на ресторатор же обычно учатся, да, ну, кулинарный техникум и все прочее, а ты вроде как строитель. Как ты начинал? Ну, как-то, видите, началось так все, вот я говорю, когда в студенчестве подрабатывал, как-то мне вот это все нравилось очень сильно. И потом в дальнейшем надо было, уже мы с партнером, кстати, со своим одногруппником Андреем, открыли первый проект, соответственно, небольшой бар, он назывался, название можно, да? Да, конечно. «Малина», да? Так. Соответственно, было вообще пространство такое очень интересное, очень хорошее, то есть проработал он, наверное, лет 7 точно. И после работы, соответственно, основной занимались, приходили, работали. Потом уже просто надо было выбирать, да, либо заниматься бизнесом, либо уже как бы заниматься основной работой. Ну и как бы мы приняли решение уже непосредственно. Что будете вот это? Да, будем Да, ну, то заниматься есть, общепитом. получается, у вас нет мероприятиями. базового образования, но методом проб и ошибок. Либо кто помогал строить бизнес, потому что же нужно знать. Нет, все методом проб и ошибок, Пробовал конечно же, методом да. тыка. Что только не было, что мы только не прошли. Да? Шишек навили, наверное. Ой, не говорите, до сих пор набиваем. До сих пор набиваете? Да ладно. Да. Нет, Ну, ну, конечно. я так думаю, вы очень удачно набиваете, раз у вас в холдинге, можно сказать, уже 3, да, сейчас рестораны. Ну, проектов, наверное, больше 5 есть. да, больше, как бы. да. Сейчас мы больше ушли, на самом деле, в туризм, да, потому что общепит, он такой, он Уже требует- поставили его? Нет, сам? ну, и общепит невозможно оставить, иначе он Нет, не будет поставили, работать. говорю его. Поставили? Поставили его уже. Да нет, это очень тяжело и постоянно, то есть нужно ему, он как бы маленький ребенок. Как маленький ребенок, да, все время Заниматься нужно, да, там ухаживать. жить надо. И смотреть все время за ним, что не дай бог что-нибудь там натворит. Поэтому, да, ушли немного в туризм, что Ага. там как бы немного, как будто бы попроще, что ли, ну и как бы направление интересное, конечно же. Да, Артур, я одну информацию не сказал и не сказал нашим телезрителям. У нас в нашей передаче в качестве эксперта выступает шеф, известный шеф Семен Тарбахов. Он вот сидит за кадром, наблюдает очень сильно за нами, что, как все готовится. И в конце, когда уже будет у нас готов конечный продукт, у нас появится в кадре, а вот он, собственно, и появляется, и оценит. Замечательно. Да, это уже Я такая... буду вообще на самом Скажем деле... так, вы пройдете небольшое творческое испытание. Замечательно, я Да. вообще люблю, да. Тем более, практически вы коллеги, вы же ресторатор, да, человек да. тоже связан с общепитом. Знаменитый шеф, так сказать, да. Да, знаменитый. Ну, соответственно, вот нарезаем перчик, да, вот это вот все. На самом деле, да, блюдо-то как бы простое. Самое главное, вот нарезочку ровненько, да, все кусочки, чтобы как бы все это было замечательно. Итак, вы первый открывали, говорили, бар «Малина». Какие были самые большие трудности, на свой взгляд? Это я вопрос задаю с уклоном на то, что кто-то сейчас, может быть, тоже думает об общепите, ресторан открыть и все прочее. У меня когда-то в молодости была идея свой бар открыть и там с своими друзьями зависать. Слушайте, ну если говорить про общепит, и, ну, как я еще раз сказал, да, нужно его любить. Да. Нужно любить его. Без любви, мне кажется, никуда. Это да, это точно. Вы будете мне помогать, да? Если хотите, то да, вы мне можете сказать, потому что я боюсь, что его сейчас лук если еще пригорит, ну, чтобы я тоже подсмешивал. Потому что если рассматривать ресторан как бизнес, чисто на этом деньги заработать, без любви, мне кажется, там ни разу ничего не получится. Мне Ну такое да, ощущение. конечно. То есть этим надо жить. Да. То есть ты в 8 утра проснулся, пошел туда, то есть ушел, как говорится, в 9 вечера, да, постоянно. Возможно, всё это. позже, Да, когда это- ресторан откроется. Ага. Да. Это, то есть, соответственно, очень сложный механизм. И что, на ваш взгляд, самое было тяжелое? Ой,
Да, тут очень много факторов же на самом деле, различных. То есть все держится на людях, на атмосфере, на сотрудниках. Как бы нужно в первую очередь, конечно, То есть от коллектива, от команды. собрать свою команду, да. И то есть они должны быть единомышленниками, они должны быть, как бы любить проект, должны верить. Хотя бы в одном направлении смотреть. Да, конечно же. Это вот одно из таких как бы факторов, да. Каким образом вы выбираете направление для своих заведений? Ну, на самом деле... Давайте, ну вот, вкратце пройдемся по каждому. Ну, допустим, вот Kitchen, ресторан с открытой кухней. Да, такой очень довольно-таки интересный вопрос. Все проекты, они должны быть, в любом случае, в городе Якутске, да, общепит, он на самом деле очень хорошо развит, да? Да, да. И, соответственно, ну, у нас в целом-то, как бы, ты должен удивлять людей, и поэтому нужно, как бы, постоянно что-то новое придумывать, и, соответственно, форматы должны быть такие же, да? Если мы говорим про Kitchen, да, там дровяная печь стоит, соответственно, все блюда... Вот у меня прямо написано 28 тонн. Да, мы ее сами проектировали. Сейчас бренд-шеф там Николай Атласов ставит как бы северную кухню довольно-таки. И все продукты, они как бы отдаются через эту печь. То есть вообще как издревле это было. Люди собираются возле костра, общаются, свет, еда, огонь. Вот нам бы маслица еще добавить. Можно, Маслица, ну вот в холодильнике. да? Можно, да? Да. Что-то маловато. Да, если маловато, то лучше добавить. Да. Провод сразу. Я вижу. Там отложи в сторонку, пусть будет. Мало ли что. Ну, Уже все, да? уже достаточно. Так. Нормально, ага, сейчас что-то. Ну и, соответственно, все собираются, ну, это семья, стол, да, огонь. Все собираются вокруг стола, вокруг огня и кушают, разговаривают и как бы проводят замечательное времяпрепровождение. Ну, также у нас, мы даже вот с вами, видите, за одним столом, как говорится, находимся и какие-то обсуждаем интересные истории, да? Проводите ли я к тому, что проводите ли вы специальные какие-нибудь маркетинговые исследования? Что может быть тенденции, что моднее? Потому что же, ну, все равно, если рассматривать любой бизнес, он оценивается только деньгами. Сколько бизнес заработал. Но в конечном счете вы же совладелец, все равно вы должны смотреть, что я этот ресторан люблю, пусть он в минус уходит. Вряд ли вы так относитесь. Ни один бизнесмен так делать не будет. Но что не говорить, все равно единственный критерий оценки ресторана это все равно деньги, которые он зарабатывает. Да. Соответственно, проводите ли вы какие-нибудь маркетинговые исследования? Что, как? Ну, конечно, проводим. То есть у нас каждый день там отчеты. Это то, что в ресторане, это же на самом деле это только вершина айсберга. На самом деле очень много технической работы проходит, бухгалтерской работы, да, соответственно, как бы очень много всего. И без этого, без тенденций, без трендов, да, без контроля, инвентаризации и так далее, как бы оно ничего как бы не будет на самом деле. Так вот. Везде как бы свои какие-то определенные тенденции, везде свои управляющие, да, ну, управление в целом оно разное. Если, допустим, мы говорим там про детское кафе, да, я как бы еще раз повторюсь, у нас рынок-то в городе на самом деле такой, довольно-таки большой по общепиту, поэтому проекты все разные. Соответственно, ну, если мы говорим про детское кафе, там управляющая, ну, это, как правило, женщина, да, мать, хозяйка, семья. Там, то есть она должна быть семьей. Да. Если там мы говорим про какие-то молодежные форматы, там, крыша, там, допустим, караоке, библиотека, да, там уже более молодежный формат, да, и, соответственно, публика немного другая, да. Ну, как-то вот так вот. Так, в последнее время, ну вот, в крыше стендапы. Да. Откуда это? Чья идея была? На самом деле была вот такая замечательная история, получается, наверное... Потому что приезжали и резиденты, да, по-моему, Да, мы этим прям очень плотно занимаемся, знаете, откуда зародилась эта история.
Вот когда изначально мы малиной занимались, Сергей Орлов, наверное, знаете, сейчас тоже Да, да. довольно-таки популярный комик, то есть один С депутатского. да, один Да. из как бы первых. В свое время они вот с Антипиным Денисом вдвоем зарождали это движение в Якутске. И вот как бы мы хорошо общались, они подошли ко мне и как бы говорят, давай делать стендап. Я говорю, да у нас и так все типа замечательно, зачем? Он такой, да давай четверг. Я говорю, давай. И все, как это все пошло, потом заведение немного на спад пошло, а их четверги постоянно собирали. И они в одном месте, во втором начали, и все. И вот так вот это все и зародилось. Потом здесь как бы обкатались и поехали дальше уже как бы там в Москву. Сейчас они довольно звезды, их узнают. Но на улице, Сергей, да, он вообще звезда, тут наравне. Так нам сейчас надо вот это вот как-то все выложить, да? Ложечкой, да, вот, получается, выходит или чем? Залить нужно будет? Ну, это, по идее, все сейчас должно, да, тушиться. Ну, можно вот так вот это сделать, да? Так. Там огонь надо добавить тогда. Да. Мощность я имею в виду. Потому что же холодное залили. И томаты мы, соответственно, вот так руками же можно, да? Тоже Конечно. подрезаем. Подрезать тоже туда. Да, и все туда, соответственно. Не знаю, как это будет смотрибельно или нет. То, что я вот это... Все это мы Все хорошо. тушим, да. Что помогает справляться с трудностями? Потому что, ну, были и ограничения, и ковидные времена. Ой, на самом деле времена, как бы, понятно, они как бы И сейчас всегда такие. нелегкие, да. Но во время ковида, как бы, на самом деле, что персонал мы не сокращали, доставками занимались, даже сами ездили на доставки. То есть разрешали же только работать. Да, удаленно, да, конечно. да, без зала приема гостей. То есть было довольно-таки тяжело, но мы как бы с этим справились. Я думаю, справимся и как бы с кризисом, надеюсь. То есть вы смотрите с оптимизмом. Ну, конечно, что делать. Какие ключевые ваши самые главные, ну, вот, преимущества перед конкурентами, может быть, вы можете сказать? И раз уж такая уверенность присутствует. Ну, мы делаем качественно, мы стараемся. Ну, на самом деле, мы любим гостя, любим, как говорится, работать над ошибками. То есть всегда, я считаю, нужно об этом говорить. Я везде пишу в своих там соцсетях, да, человек может оставить отзыв на меню, да, написать мне лично, стараюсь находиться во всех проектах с головой, и как бы команда очень отзывчивая у нас, поэтому только как бы так, я думаю, сейчас в нынешнее время нужно работать. То есть исправлять, если ошибка, и не дай бог. Потому Да, что, ну, да. не секрет, что бывают разные гости. Скажем так, это мягко. Могут быть и вредные специально, может быть даже, ну, может быть даже без этого происки конкурентов. Какой-нибудь нелицеприятный отзыв оставить и все прочее, который может перечеркнуть, ну или не перечеркнуть, а какое-то такое пятно оставить на заведении. Да. Потому что считается, что ты работаешь годами на репутацию, а потом бах и не дай бог что-нибудь такое, да. Да, соответственно, конечно же. Ну и работать с цифрами, работать сейчас, ну как бы что, понятно, это же бизнес. Как ни крути, от этого как бы ты не уйдешь, нужно максимально где-то какие-то продукты мы пересматриваем, да, То есть переходим, да, на более как бы, возможно, дешевый сегмент, да, что тут как бы греха таить, как говорится. Ну, то есть это, скажем так, потребности и желания рынка. Да, ну вот та же вот микрозелень, да, вот видите, я ее Так. как бы принес с собой. Поставили аппарат с микрозеленью, она вот стоит у нас в ресторане. То есть мы И тут же свое. Сами садим, да, ну, Да. максимально вот какими-то такими вещами. Снижаете себестоимость. Да, совершенно верно. Ну, вот видите, она у нас сейчас томится вот так вот, все это сейчас будет, соответственно. Так, это такая, получается, томатная база. Да, совершенно верно. А есть любимое блюдо? Ой, да я вообще все люблю. На самом деле у нас, ну, стараюсь пробовать. Мы стараемся, конечно же, путешествовать, да, Да. с семьей максимально, как получается. Но не всегда, конечно, это
выходит. И одно из направлений у нас это гастрономия, это как одно из первых, да, понятно, ты приезжаешь в страну, пробуешь сразу какое-то блюдо, местную кухню. Так же, как люди сюда приезжают, да, это же часть гастрономического туризма. Да, у нас тоже начали же уделять этому очень большое внимание, конечно же, да. Какая, импонирует кухня? Ну, допустим, существует же итальянская, французская кухня, японская. Почему-то всегда считается, что это суши, хотя на самом деле это далеко не так. Для вас конкретно. Слушай, тут вообще очень сложный вопрос. Вся кухня по-своему на самом деле хороша. То есть такого прям нет, такого да. нет. Я просто стараюсь в разных кухнях находить какие-то определенные более интересные позиции образно для себя, да, по вкусам, по какой-то гармонике, да, по продуктам, сочетаниям и так далее. А есть профдеформация? Есть такое, что, допустим, в другое заведение, где-то приехали, сказать, что-то тут пицца у них не очень, или наоборот? Тут Да не, ты должен... Оцениваешь все равно? Ты должен пробовать. Вот на самом деле, это чем больше пробуешь ты, тем как бы больше, мне кажется, больше разбираешься, да. И это как бы нормально, когда ты идешь там к другим рестораторам, что-то пробуешь, тебе там у них больше нравится, либо меньше, да. И я считаю, что это как бы вполне... А есть для тебя авторитеты? Да, то есть те... Нет, есть, конечно, это мы вот томатную пасту, да, добавляем. Ага. Тоже немножечко. И вот как бы... Что-то еще? Да, и немного тоже остринки, это вот соус остренький. Тоже на основе пасты? Да, все, она такая томатная смесь. Ну и, конечно же, сахар, да, он как бы с томатами очень хорошо сочетается. Дружит, да. Да, он как бы даст такую определенную сластинку. Сейчас это все, конечно же, попробуем. И как бы... По поводу рестораторов, конечно, ты смотришь. То есть есть у нас там ведущие рестораторы, да. В основном я как бы, если честно, смотрю, это либо центральная Россия, да, там есть там, понятно, Новиков, да, отец, Да. можно сказать, ресторатор. Который человек, задали же ему вопрос, он сам не знал, сколько у него ресторанов. Да, то ли, да. говорит, 70, то ли 80, говорит, забыл это. Есть Зарьков, да, это уже White Rabbit Family там и так далее, это прям такие Да, они. да, Мухин, звездный Мишлен, да, так сказать, которые прям... Вот который Мишлен, кстати, к нам недавно пришел совсем в Россию. По-моему, года 3-4 только же, начали оценивать. Да, но он и как бы, если не ошибаюсь, уже ушел. Да, вот в связи с событиями известными. Да. Но в целом, на самом деле в Москве, если в целом взять, можно приехать в Москву и попробовать вообще все, что угодно. Да. Гастрономия, она очень сильная. Очень на высоком уровне. Очень. Я тоже прям так оцениваю. все, что хочешь. Можно даже не ехать образно в Японию, либо там, в Турцию, чтобы попробовать там, турецкую кухню, да, либо там, в Индию, либо во Вьетнам, чтобы попробовать фо. А аутентичную можно, реально найти. Да. Так, немного перчика мы добавим еще. Да, Артур, ты упомянул, что много стараетесь путешествовать. Есть ли нибудь какое-нибудь такое блюдо, которое больше всего удивило, либо что-то такое необычное? Была ли какая-нибудь задача специальная, я вот это хочу попробовать, потому что это очень редкая редкость, что-то такое национальное? Вот так прям даже и не скажу. Повторюсь, что в каждой стране, в каждом регионе есть как бы свое определенное. Это как в Якутии там строганина, да, образно там. В Грузии хинкали, Да. Во Вьетнаме там фобо. Фобо, да, суп обязательно. В Таиланде там том-ям. Том-ям обязательно. То И есть, обязательно ты приезжаешь, когда в страну, либо в какой-то регион, конечно же, да, пробуешь. если там в Бурятии там бузы, да, поесть, Да. омуля байкальского покушать. Вот так и смотришь, как бы, в первую очередь. Давай чуть-чуть поговорим про якутскую кухню. Мы упомянули, что уже в мире давным-давно известна итальянская, французская, которые задают моду, можно быть сказать, да, и итальянский ресторан в каждой стране практически есть. В последнее время очень много русских ресторанов появляется по всему миру обязательно, потому что, русских туристов много, русский ресторан делается. Якутская кухня
в последнее время набирает, скажем так, прямо скажем, обороты. Да. Многие считают ее дикостью. Ну, допустим, как можно кушать сырую жеребятину, сырую рыбу и все прочее, да. Твое отношение? Я люблю якутскую кухню. Как профессионала. Да. У нее на самом деле очень большое будущее. Я считаю, что ну, она интересная, она своя, специфическая. Ее тоже также невозможно сравнить там с грузинской, да, потому что она как бы она не такая насыщенная травами, там, и так далее, да. Более натуральная, как бы скажем. Более натуральная, да, постная, так сказать. Мы любим говорить, вчера плавала. Да. Или утром бегала, утром летала. Вот мы любим такое говорить часто. Развивать, мне кажется, гастрономию и вообще туризм через кухню, это тоже вообще замечательно. Да. Твое мнение, сугубо твое мнение, имеет ли смысл нашу якутскую кухню во весь мир ее толкать, какое-то такое специально для этого усилие делать? Либо многие считают, что зачем ее куда-то, нашу рыбу, ее и так мало, учитывая наши территории, да, мы типа, если мы сейчас всем покажем, что наша рыба, а я считаю, например, мое личное мнение, что северная якутская рыба самая вкусная рыба в мире, да, что мы, если всем покажем, мы ее растащим, и рыба у нас уже через 10 лет условно не будет. Китайцам покажем, что у нас самая вкусная рыба. Пусть они сюда приезжают и пробуют такую. Твое мнение? Да не, ну это как бы должно быть, и это будет, пусть это будет дорого, да, но люди должны, есть дорогой продукт, есть дешевый. Да. Масс-маркет, да, ты хочешь, пожалуйста, да. Почему нет? И это замечательно, если будут люди приезжать с других стран, либо покупать как бы местный продукт. Нет, я вопрос к тому, что нужно ли сильно пропагандировать якутскую кухню и за рубеж ее толкать? Ну, мне кажется, да, почему? Нужно. Это же люди будут знать. Ну, есть сторонники этого, но некоторые говорят, что, ну, ребята, давайте, да, у нас же ребят не останется вообще. Всех их мы перебьем, передадим, перепродадим. Ну, это же так же, как вот с мраморным мясом, да, или там японский вагю, да, все же знают, один кусок может стоить там, доходить от 100 там, до 600 тысяч рублей, да, за кусок мяса. Ну, тут тоже может такое быть, и это как бы будет удорожание, скорее всего этого, если это как бы будет на это большой спрос. Почему нет? Так, у нас соус стоит томиться. Да, можно огонь поменьше, по-моему, делать уже. Совершенно верно. И... Сейчас мы забьем сюда яички. Тут, да, поджарим хлебушек. И как бы у нас... На финишной прямой. Как будто бы, да. Вот, смотрите. Сюда. Так. Так. Яйца. Такой замечательный завтрак. Пять штук. Ну, у кого какая семья, как говорится. Ну, в целом, да, 3-5 яичек. Вот тут рабочие. Как бы нам нужно сделать. Вот. Да, дальше мы как бы, соответственно, нагреваем сковородочку. Хлебушек нарезаем, немного поджариваем, да? Многие вопросы я проецирую через свой опыт. Я как предприниматель тоже... предпринимателя не бывает вроде как выходных. Да, мне многие говорят, ну ты что, говорит, сегодня же воскресенье. Говорю, да, серьезно? А я работаю, говорю. Ну, допустим, да. А находите время отдыхать и как отдыхаете? Ну, смотрите, соответственно, все верно, у предпринимателя вообще нет выходных. Как будто. 24/7, да. То есть постоянно во всем. Все время надо быть в курсе, все время надо быть на делах, все время надо быть в движении как будто. Да, совершенно верно. Ну, в воскресенье стараюсь проводить с семьей, соответственно, по минимуму брать телефон, потому что это сейчас вообще прям у нас, как говорится... Уже болезнь да. практически стала. Ну и как бы больше проводить время с семьей. Семья очень сильно от всего как бы этого отвлекает. И как-то
вот. Ну, люблю, на самом деле, на охоту съездить, когда сезон. Люблю природу вообще. Как-то, мне кажется, даже лес, он как будто бы дает силу. Силы, да, внутренние силы. Ага. Как-то вот. На кого охотите? Ну, в основном утка. Как бы вот. То есть с нетерпением ждете весны? Да, конечно, сейчас вот сезон откроется. Ну, я думаю, здесь в Якутии у нас все как бы, да? Да. Можно, да? Конечно. Рабочее место должно быть всегда чистое, да? Как Да, говорится? да, обязательно. Я знаю увлечение одной из ваших музыка. Да. Да? Расскажите про это. Ну, соответственно, люблю иногда как бы петь. Особо, на самом деле, особо не пою, но все говорят неплохо, вроде бы, как будто бы. Сейчас поете, да, шутка. Занимаюсь как бы... Раньше занимался диджеингом, то есть написанием музыки, сведением и всем, что связано с этим, да. И как бы сейчас уже по сфере своей как бы работы очень мало времени на это уходит, поэтому как бы все реже и реже. Раньше очень плотно, то есть 2 часа обязательно я как бы этим занимался в день, да. Так, это все томимо сейчас. Ваши дети, семья ходит в ваши рестораны? Дети, ну, на самом деле, да, нравится. Младшему, наверное, больше японская кухня нравится. Старший любит, соответственно, пиццу. Ну, роллы, суши, как все дети, в принципе, да, как будто бы. Тоже любят ходить, когда мы где-то путешествуем, как бы по заведениям, что-то пробовать, что-то есть. Ну и, соответственно, как бы вот в этом году, ну, тоже помогают. То есть на ИСЭХ, когда мы едем, выездная, у нас какая-то торговля, да, тоже они там стоят на кассе, там один хот-доги, другой там сахарную вату, да. То есть уже ребята уже в теме. Да. А вы хотите, чтобы дети тоже по вашим стопам на рестораны пошли? Слушайте, ну, на самом деле, наверное, нет. Почему? Ну, посмотрим. Пусть они сами, наверное, выберут, чем хотят заниматься, лишь бы как бы были. То есть специальным образом, сынок, ты должен... Такого не будет. Конечно. Такого не будет. Такого не будет. Сами они как захотят, пожалуйста. У них своя жизнь. Да. Отлично. Про планы, может быть, поговорим. Про планы? Да, потому что вы же еще и туризмом занимаетесь, да? Да, но Да. на самом деле развиваем туризм, да, получается вот сейчас. Тоже одна из таких очень мощных направлений. Да, глэмпинг нашей республики северный, в том числе, да. Вот как в Табагу ехать, там занимаемся, получается. Построили домики, порядка там 10 штук, баня, там квадроциклы, полностью досуг, да, вот где канатный парк. То есть человек может приехать, отдохнуть с семьей, соответственно, провести да, время, замечательно покататься. Ну, на самом деле туризм же он такой у нас, ну, он как и общепит, да, но он, там несколько направлений должно быть обязательно. Ну, досуга, да, ты приехал, то есть не только там в домике посидел, мясо пожарил, да, там съездил на рыбалку, да, ну и все в комплексе. Что-то вот такое, да. Пакет, По желанию, да. Пакетами, да, должно да. быть. Приехал, мясо пожарил, покатался на квадроциклах, спустился вниз, порыбачил там с детьми, провел замечательное время, сходил в баню, там образно в купели покупался, да, потом наверх сходил там в канатный парк, да. Ну, Чем больше чего-то предлагается, тем лучше. ну да. И тогда Да, это как бы, мне потому кажется, что, да, действительно, будет работать. многие люди не любят думать. Им хочется вот на ладошки дать и говорят, вот, оказывается, вот это есть, давай. Это факт. Да, это точно. Это факт, да. Планы, ну, сейчас запуск меню идет вино Нового. и мидии, да, Нового. один из наших форматов, тоже ресторан вино и мидии. Сейчас мы обновляем там меню. Соответственно, приезжает Мясников Максим, это наш бренд-шеф. Он, получается, человек из Москвы, мы привлекаем его. Приезжает, обновляет полностью меню, запускает новые позиции. Это к лету, к запуску террасы, да, к вот этим проектам, к нашим. Ну, пока план только такие, короткие, так сказать. Если на дальней дистанции, то
Ну, это уже другой разговор. Ясно. Так, ну что ж. Да, ну что ж, как, мы на финишной прямой, да. Давайте мы позовем нашего эксперта, нашего шефа Семена. Так. Семен готовится, он очень внимательно смотрел. Сейчас закинем зелень, да? Соответственно, можно уже выключать ее? Так, да? Нет, вот так, все. Все? Ага. Сейчас. Снимаем с огня. Да, немного. Ну, пусть томится, в принципе. А, вот так, да? Да. В принципе. Немного закинем зелень. Вот петрушечки, ну, просто у нас ее нет. Было бы как бы неплохо. Ну, немного вот микрозелени положим, да? Это вот горох, вот мы сами его выращиваем. Вот такое вот замечательное блюдо у нас получилось. О, вопрос один не задал, оказывается. Чуть не забыл. Куда же без него, без вопроса АПП, который уже у всех. Специально следите за питанием сами. Слушайте, да нет, иногда даже не успеваешь вот пообедать вовремя. Один раз в день кушаю. Но на самом деле это вот тоже опять-таки ошибочное мнение, что люди, у которых Свой ресторан. много ресторанов, да, они там везде только и делают, что питаются. Конечно, мы там, ну, я про себя, наверное, опять-таки, я не знаю, как у других, но даже когда дегустации проходят, все блюда нужно попробовать, ты по чуток пробуешь, много не ешь, и, соответственно, как бы запитание. Ну, не скажу, что я прям... Да, но я говорю, в форме. Да. Ну, как все. То есть особо, конечно же, с утра там какие-то отжимания, приседания, спортзал, честно сказать, не хожу. Но вот сейчас уже как бы подумал, я думаю, надо просто уже Форму держать. форму держать. Хожу на плавание, соответственно, раз в неделю по средам. Ну и все бегом, вот так вот. День добрый. Еще раз Здрасте. здравствуйте. Да, Очень приятно, маэстро. Артур. Я вот все наблюдал за вами. Мне все это понравилось, да? Получается, макбуха у вас хорошо получается. Шакшука. Нет, это макбуха это основа для Основа. шакшуки. А, Махбуба? Да. Я все-таки приверженец того, что это все-таки блюдо Северной Африки. Что она не с той стороны, а с Северной Африки. Да, и То есть ты углубился еще в историю? ну, и Немножко. я сторонник этой теории, что она все-таки блюдо не Израиля, а блюдо все-таки Северной Африки. Бытует, да, такое мнение. Да. Так. Но остается только пробовать. Итак, мы выслушали экспертное мнение Да. нашего шефа. И шакшуку, как оказалось, кушают Со сковороды. Со со сковородки. Да, Да. ну, это вот С традиционное. жаристым хлебом. Как делают? Просто макают. Просто вот так, да? Да, совершенно верно. Садитесь так всей семьей, как говорится. Да. Каждому по кусочку хлеба и вот так вот. Идите кушать, пожалуйста. И вот так, да? Ай. Вкуснотища. Со стриночкой. Все-таки вот это классное было довольно таким, да? Да. Не слаба она остро. Не, типа попалось, наверное. Мне ровно попалось, кажется, это. Перчик? Что-то попалось, ага. Очень остренько. Тут еще в классике идут зелень, зира, Ага. А я не стал ее брать, потому что кинза. она- Но это больше такая, знаешь, под марокканскую кухню. Зира. Вот. И кинзу они очень любят. Ну, кстати, кинза тут очень подошла бы. я не стал брать, думаю, потому что, ну, как бы, не все ее едят. Ой, друзья, очень-очень вкусно. Реально на завтрак будет просто, Вроде и не сложно, как бы, вроде и не сложно. как бы, Будет супер, да. Мы можем вообще стоять очень долго кушать, но, как мы сейчас здесь говорим, эфирное время, к сожалению, не резиновое. Артур, тебе еще раз огромное спасибо. И у нас добрая традиция. Пожалуйста, на эту камеру пожелания для наших телезрителей. о, это прям завершающий. Ну, что хотелось бы пожелать? Всем пожелать здоровья, удачи, благополучия, чтобы все задуманное обязательно получалось. Ну, готовьте всей семьей, ходите в рестораны, кушайте вкусно. Ну и удачи всем, всем пока. Спасибо большое.
Представьте ресторан, где вы можете позволить себе все. Мы убрали ресторанные наценки. Вы платите за вход и открываете меню, где цены вас приятно удивят. Мы одни из тех, кто работает так открыто. Вино и мидии – ресторан честных цен. Честная еда – честный формат. Друзья, а я еще раз скажу, что у нас сегодня был предприниматель, ресторатор Артур Рудас. Артур, еще раз тебе огромное спасибо за очень спасибо за приглашение. да, интересную беседу, за очень вкусное блюдо. Мы уйдем за кадр, обязательно это все доедим все. А на этом, друзья, мы с вами прощаемся. Будьте здоровы, ешьте, как мы. Просто вкусно. Будьте здоровы, друзья. Генеральный спонсор телепроекта «Просто вкусно» – компания «Авито». Строительство частных домов по дальневосточной ипотеке без первоначального взноса. В России существует только 2 такие школы, и одна из них уже в Якутске. Это точка будущего с индивидуальным подходом к каждому ребенку. Уже сейчас открыт набор в школу и детский сад. И самое главное, рядом с этой школой мы продаем участки под ИЖС. 8 соток, газ и свет уже подведены. Строим дома без первоначального взноса, подходит под дальневосточную ипотеку, уже продано 40 участков, осталось всего 8. Количество ограничено, обращаемся.